привет! Это Киноалания. Мы немного выдохнули после совершенно безумной премьеры «Короля льва». Эта неделя не может похвастаться премьерами такого масштаба, но определенно есть несколько фильмов, которые вам стоит посмотреть. Начнем мы с криминального французского боевика «Видок. Охотник на призраков» с феерическим Венсаном Касселем в главной роли. Если вы любите исторические костюмированные фильмы, этот вам точно понравится. Фильм расскажет реальную историю легендарного французского сыщика Эжена Франсуа Видока. Половину жизни он грабил, попадал в тюрьмы и сбегал из них, а затем был нанят правительством для борьбы с преступностью. Его знания о криминальном мире позволили ему стать одним из самых успешных детективов эпохи. Фильм снял Жан-Франсуа Рише, до этого работавший над, например, «Нападением на 13-й участок» и «Врагом государства номер 1». А актерский состав картины помимо Касселя может похвастаться еще и Ольгой Куриленко. Это, кстати, не первый фильм про знаменитого французского сыщика. В 2001 году его уже играл Жерар Депардье. Правда, тот фильм был серьезным налетом фантастичности. Картина же с Венсаном Касселем больше склоняется к суровому реализму. Гнетущая атмосфера Парижа, озлобленные люди, море преступлений и полиция, которая ничего не может с этим поделать. И именно тогда на сцену и выходит Видок, человек, который знает преступный мир изнутри и может вычислить любого злодея. Итак, кому нужно смотреть фильм «Видок»? Во-первых, любителям исторических драм. Во-вторых, поклонникам костюмированных лент. И в-третьих, персональным фанатам Венсана Касселя. На этой неделе всех фанатов кинематографа ждет просто фантастический сюрприз. Спустя 20 лет на больших экранах вновь покажут один из самых крутых фильмов всех времен – «Бойцовский клуб». Да, тот самый, который Финчер снимал еще в 1999 году. Если вы любите хорошее кино, вы просто не можете это пропустить. Если вдруг вы не знаете или забыли, главный герой фильма – сотрудник страховой компании без имени. Он живет невероятно скучной жизнью и мучается от бессонницы. В одной из командировок он встречает Тайлера Дердена. Парень торгует мылом и уверен, что единственное, ради чего стоит жить – это саморазрушение. Они основывают тайный бойцовский клуб, который начинает пользоваться невероятной популярностью. «Бойцовский клуб» – это экранизация одноименной книги Чака Паланика. Он написал ее после того, как его избили во время турпохода. Само собой, Паланик и сам смотрел этот фильм и даже говорил о том, что концовка ленты получилась гораздо лучше, чем концовка его книги. Но на самом деле «Бойцовский клуб» – это фильм, который лучше пересматривать не один раз, ведь после каждого просмотра вы будете находить кучу деталей, которые будут буквально выносить вам мозг. Если не считать абсолютно безумного сценария, лучшее, что есть в «Бойцовском клубе» – это актеры. Невероятный Эдвард Нортон и Брэд Питт, а еще потрясающая Хелена Бонем Картер. Для каждого из них эта роль стала одной из лучших в карьере. Итак, если вы еще не смотрели или хотите пересмотреть этот фильм на большом экране, милости просим. Главное, помните первое правило «Бойцовского клуба» – никому не рассказывать о «Бойцовском клубе». Помимо этих фильмов, в кино еще стартует несколько свежих картин. О них мы и расскажем поподробнее. На большие экраны выходит «Некромант» – фантастический ужастик с налетом комедии. Пожалуй, главное, что нужно о нем знать, это то, что в нем играет Моника Беллуччи. Что же касается сюжета, то он расскажет о совершенно обычном парне, который неожиданно узнает, что он член таинственной организации некромантов. Его задача – охотиться на демонов, которые крадут души людей через смартфоны. Еще одна премьера – драма «До скорой встречи». В центре истории суперзвезда футбола, который в преддверии чемпионата мира получает серьезную травму, попав в аварию из-за того, что сел за руль пьяным. В поисках себя он отправляется в путешествие и встречает свою любовь – обычную девушку из Петербурга. Это чувство меняет не только его жизнь, но и его самого. И третий фильм – картина для детей «Мой друг робот». Главный герой – мальчик по имени Тоби. Он встречает робота и решает помочь ему найти родителей, которых тот потерял при крушении звездолета. Тоби всего 11, но хорошо знаком с наукой. Юный талантливый изобретатель и его новый друг-робот создают автомобиль, который способен летать и плавать, и отправляются навстречу приключениям. Ну а если вы еще не смотрели «Короля льва» и другие премьеры прошлых недель, у вас еще есть время на них сходить.
Алло, диспетчер, нужна помощь, нас хотят убить! Алло, диспетчер, нужна помощь, нас хотят убить! Дай сюда все. Герой одной из премьер этой недели, Видок, часто вдохновлял писателей на создание образов сыщиков или преступников. И именно он стал прототипом сразу двух персонажей романа Виктора Гюго «Отверженные». Так вот, именно поэтому я решила сегодня посоветовать вам лучшую экранизацию этой книги – мюзикл 2012 года с просто толпой топовых актеров. История «Отверженных» разворачивается в Париже начала 19 века. В городе назревает революция. Главные герои – каторжник Жан Вальжан и инспектор полиции Жавер, который поклялся вернуть осужденного за решетку. За годы после каторги Вальжан сумел выстроить свою жизнь заново, и теперь единственный человек, которого он любит – это Казетта, девочка, которую он взял к себе на воспитание. На самом деле, рассказывать историю «Отверженных» коротко – дело максимально сложное. Все потому, что здесь очень много сюжетных линий и смыслов. И все это передается с экрана не только при помощи фантастической актерской игры, но и при помощи песен, каждая из которых – настоящий хит. Кстати, все они записывались вживую на съемочной площадке. И когда вы смотрите кино, вы слышите реальные голоса актеров. И это мурашки по коже. Ну а этот актерский состав, вы его видели? Хью Джекман, для которого роль Вальжана стала одной из мощнейших в карьере. А еще Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сейфрид, Эдди Редмейн, Саша Барон Коэн, Хелена Бонем Картер и многие другие. И каждый поет и играет просто на разрыв. От пары Джекман-Кроу с экрана просто искры летят, настолько они великолепны. Вообще, Том Хупер, режиссер этого фильма, отлично ставит историческое костюмированное кино. Именно он снимал оскароносный «Король говорит» и «Девушку из Дании», причем оба были очень тепло встречены кинокритиками. В случае с «Отверженными» ему удалось снять идеальное кино с просто невероятной музыкой, актерской игрой, постановкой. Так что если вас не бесят люди, которые постоянно поют в кадре, вы просто обязаны его посмотреть. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.